Здравствуйте, я Лилия Игликова. О казахском языке в Казахстане говорим с писателем Канатом Тасибековым. Канат, здравствуйте. Здравствуйте, Лилия. Президент Казахстана настоятельно рекомендовал правительству и парламенту говорить на казахском языке. Да, как оказалось, уровень владения политической элиты государственным языком оказался не на очень высоком уровне, скажем так. Но ведь, чтобы заговорить на любом языке хорошо, нужно сначала заговорить на нем плохо. Согласны ли вы с этим? Я, например, думаю, что это вполне нормальный процесс. И еще, как вы считаете, почему общество так слабенько поддержало это начинание чиновников? Я могу сказать, что вот, наконец, мы победили, наши усилия увенчались успехом. Вот, и президент, в общем-то, уже, пора и власть применить, да, вот так вот это прозвучало. Потом, конечно, пошел откат, вот, это как всегда у нас делается. Вот, поэтому я вижу очень такой положительный сдвиг, и я вот не понимаю тех комментаторов, которые пишут, на 26-м, 27-м году независимости, наконец-то президент, опять недовольный. Если не было этого, плохо, а вот он сказал, что на казахском теперь опять плохо. Здорово, давайте будем радоваться, и я вижу в этом очень такую положительную, в общем-то, это здорово, я очень рад. Воспринимать будем как позитивные какие-то конечно, изменения, движения вперед. Как иначе, конечно, это очень большой шаг вперед, и наконец мы избавимся от этого позора, когда правительство страны говорит на языке чужой страны. Но вообще, да, вы затронули очень серьезную тему. Действительно, уже 25 лет независимости Казахстана, и государство ежегодно выделяет немалые деньги на развитие государственного языка. Но при этом бесплатных курсов, допустим, для всех желающих изучать казахский язык как не было, так и нет. И я попыталась изучить этот вопрос до нашего разговора. Действительно, были курсы для пенсионеров, для участников Великой Отечественной войны, для малоимущих слоев населения. Вспоминаем. К малоимущим категориям граждан относятся лица, имеющие совокупный месячный доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев ниже прожиточного минимума, то есть ниже 28 850 тенге, если я не ошибаюсь. То есть получается, если в месяц человек получает 30 тысяч или 35 тысяч, давайте уже добавим, то значит он должен платить за курсы по изучению языка. Это один момент. И еще второй момент. Допустим, если человек работает, а курсы проходят только в рабочее время, я говорю о тех, которые бесплатные или минимальная стоимость обучения, то для него подходит только внерабочее время. Это значит, что он будет платить 1500–2000 тенге в месяц. Давайте поставим вопрос так. Допустим, на 100 тысяч тенге чему может научиться человек, желающий изучать язык? Ой, вы знаете, мне очень, в общем-то, тяжело на этот вопрос ответить. Это вот какие-то частности. У меня вообще если можно, я более глобально скажу, да? Если вам неудобно считать в тысячах тенге, может быть, мы возьмем время, 2–2,5 месяца обучения. За 2,5 месяца обучения казахскому языку научиться, естественно, невозможно. Абсолютно. И даже невозможно. Я учу 8 лет, и я только еще очень недоволен своим уровнем, да? И у вас была база? База у меня была, конечно, это же не какой-то язык суахили, я казах, в казахской семье рос, то есть у меня была база, но на самом деле, конечно, за 2,5 месяца научиться невозможно, А то, что когда вы говорите про курсы казахского языка, или то, что со стороны государства делается, это, я уже давно занимаюсь языком, я вижу, что, в общем-то, будем говорить прямо, у меня такое впечатление сложилось, да, что, в общем-то, деньги, выделяемые на развитие казахского языка, это, в общем-то, некий такой
канал обогащения определенной группы лиц, вот так что ли. Вот. Это просто какая-то кормушка, это деньги, которые выделяются уже заведомо, что ли, для, я не знаю, может быть, это меня не привлекут к ответственности, на расхищение. То есть выделяются огромные суммы. Нет никакого ни спроса за эти деньги, за результаты проделанной работы. Да? То есть эти деньги выделяются, эти деньги каким-то образом расходуются, куда они деваются. Вот было объявлено о выпуске 1 миллиона разговорников. Вот. Где эти разговорники? Их нет, но 1 миллион где-то я хотя бы должен был увидеть. Я занимаюсь языком, хожу в библиотеки, там у меня в Пушкинской библиотеке, бывшей Пушкинской, сейчас Национальной библиотеке, работает клуб разговорного казахского языка «Мамле», то есть каждую неделю я бываю в библиотеке и так далее. В библиотеке нет этого разговорника. Или, предположим, там выпустили, вы знаете, разговорник, там 30-томник, что ли, по госзаказу. Вот. В этом разговорнике было, например, слово «жигит» казахское, оно на русский переведено как «жигит». Вот. То есть просто халтурный сделали словарь, отпечатали его, русские, казахские слова написали русскими буквами, отпечатали, госзаказ, деньги освоили. Я не думаю, что кто-то из-за этого пострадал и так далее. Те же самые курсы бесплатные. Я достаточно давно занимаюсь языком, я никогда не видел, не знаю. Я знаю, что в Доме дружбы работали бесплатные курсы казахского языка. Они занимались, кстати, по моей методике, поэтому я знаю, меня приглашали. Насколько я знаю, это была инициатива депутата Котенева, каким-то образом через городской бюджет, что ли, через городской акимат финансировал эти курсы. Сейчас они не работают, по-моему. Вот. То есть, эти деньги, которые выделяются, куда они уходят, кто пользуется, какие это курсы, в общем-то, это, не знаю, вопросы, наверное, когда-то, которые встанут. Или, предположим, на латиницу, которые выделяются средства, сколько их выделяется, каким образом они расходуются, где результаты работы. Эти извините, помягче выразиться, вообще алогичные два варианта, которые были подсунуты президенту, который он подписал. Кто за них будет отвечать? Это, не рабочий, с апострофами, апострофический вариант. Следующий вариант, он тоже подписанный с акутами. Он тоже не рабочий вариант. Он не рабочий. Вот. Там букву С даже забыли. Обычно букву С, A, B, C, D, E, F, G, да? Латиница, английский алфавит. A, B, C, а потом после С сразу D идет. С пропустили. Забыть букву – это вообще нонсенс, я считаю. Вы вообще говорили, что в вопросе изучения казахского языка нет системности. И я думаю, что 3 предложенных варианта латиницы как нельзя более наглядно это подтверждают. Да, вообще в целом работа, языковая политика и последний проект по латинице, по внедрению латиницы, по переходу казахской графики на латинский алфавит, он показывает, что абсолютно нет вообще никакой системности в работе. То есть языковая политика, какие-то ставятся, предположим, по латинице, там, до 18 года создать алфавит, с 25 года полностью перейти на латиницу. Сроки ставятся временные. Вот. Какими путями эта работа должна, какие должны быть промежуточные этапы, да? Каким должен быть контроль, предположим, выполнения каждого из этих этапов и так далее. То есть и в языковой политике вообще не наблюдается никакой системности, абсолютно. Это начинается сверху и идет до самого низа. У меня нет детей-школьников, но, в общем-то, я очень часто читаю в Фейсбуке, например, когда разгневанные мамаши пишут, что в 1 классе дают какое-то сложнейшее стихотворение там учить, да, вот. То есть нет абсолютно поступательности, что сперва простые слова, чуть посложнее, потом вокабуляр обогащается, еще следующие и так далее. То есть это все таким образом. То есть вообще нет понятия видения, да, в целом, не создано концепции какой-то. Предположим,
я являюсь членом наблюдательного совета при партии Нур-Отан, МИРАС называется. Вот очень благодарен вот, за то, что вот меня включили. И уже, наверное, где-то год назад, что ли, вот было заседание, Маулен Ашимбаев его вел. Мы в Алмате здесь заседали, а в Астане как бы, значит, сидел председательствующий тоже как бы, и по всем областям все как бы областники. Вот это на большом экране как бы все транслируются области, и мы все друг друга видим и так далее. Вот. И мы обсуждали тему терминов в казахском языке. Ну вот эти пресловутые, когда вот был хайп по поводу шаптырма, кюсандык и так далее, да. Вот. И ну, в принципе, я взял на себя дерзость, я взял микрофон, вот, попросил микрофон и сказал вот, о том, что у нас же в планах переход на латиницу, тогда еще как бы вот этого не было. И когда мы переходим на латиницу, вопросы терминологии, которые сейчас как переводить, они отпадают, правильно? Кто-нибудь этого внимания брал? Никто. И ну, тогда вот председательствующий Маулен Ашимбаев, он так задумался, сказал спасибо, действительно это очень как бы, ну, мы как-то, ну, в принципе, об этом надо подумать и так далее. Понимаете? То есть, когда вот мы берем, когда мы пишем кириллицей, мы берем какое-то слово, как термин, и она, если на русском языке, она выглядит как русское слово, ну, об этом мы говорили, да? Значит, а если, предположим, мы переходим на латиницу, тогда принцип, согласитесь, да, терминологии, он совершенно изменяется. Поэтому вот то, что все до этого ломали копии, все это говорили, это все отпадает с переходом на латиницу. То есть латиница, переход на латиницу, в первую очередь, она решает вопрос терминологии. Так же самое, как бы, ну, во всем остальном, поэтому, ну, я думаю, что в правительстве об этом понимают люди, знают, ну, в принципе, есть вопросы, как бы, вот, меркантильные, да, выделяются огромные средства или средства, они, как бы, служат для определенной, как бы, группы лиц, которые, как бы, причастны к этому, да, которые между собой эти деньги делят, если так уж говорить, вот. Ну, естественный ход событий, вещей, он подталкивает к тому, что демография, да, в казахских семьях рождаемость больше, больше всего учеников казахских школ, да, процесс возвращения наших соотечественников из Китая, Монголии, России, Узбекистана и так далее, он ведет к тому, что государство, даже вот есть такие прогнозы, что мы превратимся в моноязычное, да, сейчас у нас 67%, по-моему, или 63% казахов, да, вот. Когда я родился, было 29, 30% не было, 29 там с десятыми было процентов казахов в Казахстане, меньше трети. Ну, сейчас вот больше 2/3, да. Вот. Поэтому вот, естественный ход событий, он все равно приведет к победе, как говорится, казахского языка, что он станет государственным не де юре, а де факто и так далее. Вот. Поэтому вот такое вот положение вещей всех устраивает, правильно? Преподавателей устраивает, поскольку они каждый год одно и то же, им не надо усложнять, не надо ничего придумывать. Людей, которые как бы занимаются распределением средств, выделяемых на язык, их устраивает, поскольку что-то у них остается, правильно, к рукам их не прилипает. И людей, которые как бы выпускают какие-то учебные пособия, которые, ну, не востребованы, которые вот эти вот преподаватели, которые ежегодно с матом сакен, там, да, для взрослых я говорю, проводят. Их тоже устраивает, им легко. Вот. Вот меня не устраивает лично, да, мне как бы хотелось бы, чтобы процессы шли быстрее, чтобы эти деньги не расхищались, а шли как бы действительно ну, не на развитие языка, а на освоение языка. У нас проблема в чем? У нас проблема в том, что язык у нас развитый. Казахский язык – это развитый, вот говорят, на развитие языка или комитет развития языков. Кто такие эти люди, чтобы развивать язык? У нас развитый, очень как бы богатый язык. Наша проблема казахского языка заключается в том, что в нашем государстве государственный язык казахский, ну, и государственным языком не владеет какая-то группа населения и даже государственные служащие даже высокого уровня. Вот в чем проблема. То есть сам комитет, он должен называться не развитие языка. Кто они такие язык развивать? Ну, обучение языку, правильно? У нас проблема в чем? Надо людей научить. Ну, в школе мы учим, ну, я не знаю, в школу касаться не буду, это не моя епархия. Вот взрослых людей я знаю, например, как научить. Да? Вот, я сам как бы живой пример. Я выучил язык, я говорю на нем, сейчас пишу. Вот. Поэтому нужно говорить о том, что вот каким образом научить людей. И
деньги выделять тем людям, которые не которые прекрасно сами знают язык, а те, которые знают, как научить. Вот. Видите, как я хитро подвел? То есть поэтому, мне надо деньги. И поэтому, да, следующий вопрос. Вы автор книги «Ситуативный казахский язык», книжки замечательной, Спасибо. легко читаемой, написанной с юмором, книги, которая пользуется спросом здесь. Вам, как автору такого замечательного учебника, государство оказывает хоть какую-то помощь, хоть какую-то поддержку? Ну, ответ однозначный – нет. Ответ однозначно нет, поскольку как бы, ну, вот, есть комитет языков, ну, самый главный комитет языков же как бы занимается этим. То есть я туда не могу никогда даже как бы, там, принять, ну, не то, чтобы они меня искали или пригласили, там, или популяризировали, или вот. Даже не об этом речь идет, а о том, что даже я вот еду в Астану и попасть на прием к председателю комитета, как бы для меня всегда проблема. Я звоню, говорю, вот я такой-то автор такого-то этого самого, у меня там есть мысли, я хотел поделиться. Там. Ну и потом, ну я не списываюсь в их схему, понимаете, я прихожу, и они смотрят на меня, у них в глазах совершенно другое у этих людей. У них совершенно другое, можно ли со мной работать, могу ли я чем-то быть им полезен и так далее, понимаете. Вот. Поэтому, в принципе, я уже сейчас перестал обращаться и так далее. Вот. Ну, кто-то может сказать, что ну, твои же книжки были выпущены за государственный счет, да? Ну, мне от этого, извините, ну, как бы вот мне лично, предположим, как человеку, это не принесло каких-то дивидендов в материальном плане, да? Когда говорят о помощи или об этом самом. То есть в 2013 году, по-моему, мне вручали нагрудный знак Тильжан-Ашара. Вот. Тогда был министром культуры Мухтар Кул-Мухаммед. И была встреча с Мухтаром Кул-Мухаммедом. И мне, поскольку я вот русскоязычный казах, выучивший казахский язык, мне там все же говоруны, кому вот вручают Тильжан-Ашара, ну, вот мне сказали, вот вы будете говорить как бы на встрече. И получилось так, что, в общем-то, мне дали слово, и я сказал, что вот меня зовут Ханат Тасибеков, я написал такую книжку, и Кул-Мухаммед меня перебил. Он сказал, о чем вы говорите, я вас знаю, вашу книгу читал, она прекрасная книга, вы очень молодец, мне очень приятно было. И он говорит, бимтайм сгандай, айта вернес. Ну, скажите вашу просьбу, какая просьба? Ну, у меня просьбы не было, я немножко растерялся. Потом я ему сказал следующее, я говорю, городские казахи, говорю, испытывают недостаток в общении на казахском языке. Как бы это ни печально ни звучало, отсутствует среда. Среда, она очень важна. Поэтому я считаю, что ну, должен быть создан какой-то клуб казахского языка разговорного для русскоязычных, где бы они могли приходить, общаться на казахском и так далее. Вот. Ну, естественно, он государственный служащий, чиновник, он не мог согласиться с этим, он рукой махнул, говорит, мы живем в Казахстане, у нас государственный язык казахский, у нас нельзя говорить, что у нас нет среды, это, в общем, я отметаю. Ну, я просил, говорю, дайте площадку. Вот. Ну, вместе с тем он как бы и кнутом, и пряником он это отмел и говорит, ну, вот вашу книгу, я даю поручение, вот представитель комитета языков сидит, там же сидел на совещании, и говорит, я ему даю поручение вашу книгу выпустить тиражом 4000 экземпляров. Ну, все, в общем-то. Ну, для меня это было как бы неожиданно, то есть я как бы об этом не просил. Потом на следующий день меня попросили там заполнить бумаги, что-то. Я говорю, вам министр сказал, выполняйте. Ну, говорит, это же порядок, и какие-то мне пришлось заполнять там, ну, рекомендации, анкеты, брать отзывы какие-то. Ну, все это я выполнил. Первую книгу, первый том напечатали тиражом 4000, потом по прошествии 2 лет мне опять позвонили, сказали, второй том давайте тоже выпустим. Сами обратились. Ну, то есть это выглядит каким образом? Государство выделяет деньги, на эти деньги печатается тираж, этот тираж распространяется бесплатно по библиотекам, министерствам, ведомствам и так далее. Понимаете? Автору выплачивается гонорар. Ну, это где-то, тогда было где-то ну, в районе $1000 я получил. Ну, вот как бы вот это вот то, что, если можно это назвать помощью, вот этот вот. Да. Я когда работал на французской фирме, у меня секретарша $1000 получала. Получается так, что перед правительством не стоит задача, реальная задача поднять уровень казахского языка на более достойную. Нет, эта задача стоит, просто за нее нет как бы какого-то спроса, я думаю. Вот, то есть как бы ну, ставится задача и нет, не разработан механизм контроля ее выполнения, да?
Вот. Ну, И допустим, потом- направляются деньги на телевизионные каналы, на какие-то Да. программы. Насколько они эффективны, по вашему мнению? Не было бы правильнее, допустим, при всех же школах организовать бесплатные курсы для всех желающих, для учеников школ, для их родителей? Как вы говорите, организовать какую-то среду общения, клуб для тех, кто желает поднять свой уровень казахского языка? Организовать, допустим, погружение в среду, летние лагеря для школьников или для взрослых. Почему, допустим, нам легче погрузиться в англоязычную среду, поехать куда-то за границу, чем здесь у нас в Казахстане погрузиться в казахскоязычную среду? Нет, это все... У меня просто, Лилия, знаете, вот те вопросы, на которые я не могу повлиять, да, которые как бы вне моей компетенции, у меня как бы вот такая жизненная установка, я просто-напросто их отметаю от себя. Ну, я каким-то образом Мой не вопрос могу... сейчас в том, как Да. вы видите, какие мероприятия вы считаете правильные, как Нет, вот поднять это вот уровень? я все просто для себя делаю. Предположим, говорят, нет среды. Вот я когда учил казахский язык, я сам эту среду сам для себя создавал. Вот на своем примере скажу, да. То есть как бы я ходил на все собрания там нашей оппозиции. Вот я от политики далек, я оппозиционер, но они проводятся на казахском языке. Вот. У меня бывали дни, я иду на собрание оппозиции, там сижу, может быть, даже что-то там пытаюсь что-то сказать, потому что надо как бы и самому говорить, там, выражать свои мысли, учиться. Потом выхожу с этого собрания и прямиком иду в театр Мусрепова, вот в ТЮЗ. Вот. Там отличная труппа, казахские спектакли на казахском языке. Я весь репертуар просмотрел. Понимаете? Вот. То есть я сам для себя вот среду создавал. Знакомился с людьми, разговаривал с ними. У меня огромное количество сейчас вот таких знакомых. Вот. То есть когда вот про погружение, я очень много раз ездил в Китай именно по вот этой теме. Я хотел в Китае создать лагерь с погружением в языковую среду. Моя фишка была, мысль какая была в чем? Китайские казахи не знают русского. У нас лагеря с погружением создать невозможно, поскольку в самом глухом ауле у нас самый бородатый аксакал, он скажет фактически «ол солай болады» там, и будет там как бы про политику говорить на хорошем русском языке. Вот. У нас русский язык, он вообще проник, нет у нас таких аулов, где по-русски не понимают. А погружение оно в чем заключается? Что вы говорите, вам надо донести мысли именно на этом языке. Китайские казахи, они знают китайский, но наши-то не знают. Я думал, там прекрасная природа, прекрасный язык сохранился. Практически 1 миллион казахов, у них свои газеты, телевидение, это вообще здорово. Вот. И вот Илья казахский район, там Нарат, Тикес, такие вот казахские поселки. Я ездил, прямо искал, договаривался с людьми, все. А потом оказалось, что это приграничный район. И иностранцы, которые туда приезжают, они обязаны жить в гостиницах. Приграничный режим. А вообще моя мысль была, чтобы поселить всех в семьях, чтобы они, в семьях воспринимали, понимаете, как вот, например, сына я отправлял в Лондон, он жил в семье, да, вы знаете, как бы это, Да. Вот. Поэтому это вот не сработало. Вот съездил в Монголию теперь, то же самое это можно сделать, но Монголия немножечко как бы там, видите, у нас все равно у нас не хватает городской казахской культуры. Казахская культура сельская, она еще как бы существует. Городская, урбанистическая, да, лексикон, городская казахская культура, она у нас вот как класс, она, вы знаете, по Алмате, да. А в Китае есть городская культура. Город Кульджа, предположим, большие вот эти поселки, это городские казахи, у них городские квартиры, все, у них уже есть лексикон, у них как бы создана такая культурная среда. Заходите в квартиру, казахский дух, казахским пахнет, алаша, все, и проводят, и посадят. Вот казахская культура, все это есть. Вот если бы наших повезти алматинцев туда, это вообще прекрасная идея была. Я вам скажу больше. Потом я поехал в Өскемен, и оказалось, что Бердибек Сапарбаев в свое время создал целый казахский аул. Это Новоявленка, что ли, Покровка, что ли, называлась. Прям примыкает к городу. Вот, сейчас называется аул Шагыс. Там... я уже что-то запамятовал, по-моему, 600, что ли, домов, построенных для уралманов из Китая, из Монголии. Они живут компактно, у них своя школа, в школе преподают, опять же, преподаватели уралманы, дети, для которых казахский язык является единственным и так далее. И я обратился с письмом тоже в администрацию области.
Я говорю, давайте создадим, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Если мы не можем повезти в Китай, здесь Китай сам к нам приехал, ну, Китай, вы понимаете, да, я говорю о китайских казахах. Это люди, которые, как бы, ну, вот, казахский язык для них это вот, это единственный, как бы, основной язык, на котором они думают и так далее. Они с детьми разговаривают и так далее. Если взять городскую, там, рафинированную казашку, как вы, предположим, посадить в эту семью, она будет, как бы, вот утром чай вы попили, да, посмотрели, как они с детьми разговаривают, да. Канат, не томите, какой ответ вам дали? Ну, пока ничего, как бы, да, это, видите, здесь, вот эти вот деньги, они расходуются на какие-то конференции, поскольку легко же отчитаться, да? Вот столько билетов купили, столько как бы приглашенных выступило в ресторане, так, банкет, вот это вот чеки приложили, я сам как бы, ну, бывает, меня приглашают, я не отказываюсь, я вижу ноль как бы результата, но я, поскольку как бы я популяризирую свою методику и так далее, я не отказываюсь, я езжу, но я вижу, что раздают какой-то раздаточный материал, покупаются железнодорожные билеты, люди приезжают, живут в гостиницах, потом разъезжаются. На это деньги выделяются, поскольку очень легкая отчетность, понимаете? А как бы вот эти вот курсы создать или написать, как бы выделить деньги на какое-то создание там настоящего контента, да, телевизионного или там учебника хорошего и так далее, здесь уже посложнее, а люди как бы, ну, сложностей боятся. То есть среда нужна, среда общения, но с этим пока у нас полная неопределенность. Какой совет вы дали бы тем, кто желает поднять уровень своего владения казахским языком? Или вы считаете, что это все-таки дело каждого человека отдельно взятого? Каждый должен решить для себя? Естественно, каждый решает сам для себя. Естественно, ждать вот помощи от государства, ну, мы вправе, да, мы вправе. Ну, требовать от государства, какие-то организовывать там письма или какие-то акции, но это не мое, да, я вот по-своему. Поэтому, ну, мой совет вот людям, которые хотят казахский язык учить или хотят думают об этом, да, просто вспомнить о том, что язык – это, ну, душа нации, что, ну, не зная языка, вы не можете полноценно жить в обществе, да, просто казахском. Начать с того, чтобы поменять свое отношение Свои к языку. отношения, да, и искать не причины, что вот курсов нет, а вот я заговорила, надо мной начали хохотать, а вот я вот шла, там грубо разговаривали, матом там сплевывали семечки, фу, я не хочу этот язык учить там и так далее. Ну, как бы таких причин можно найти как бы миллион. И почувствовать себя частью вот этого этноса, вот разбудить в себе код казаха, ну, я не знаю, так пафосно звучит, да, и вот не благодаря, а вопреки учить и, ну, не надеяться вот как бы на государство, что кто-то придет, там сделает и так далее. А государство выделяет деньги. Оно выделяет деньги, и, ну, она тоже право. Вот выделили деньги, что вам еще нужно? Ну, а здесь они как бы расхищаются, понимаете? Поэтому как бы вот на борьбу с ветряными мельницами не надо время тратить или на поиск каких-то причин. А надо искать время, и надо искать возможности, самому учить, и государство поможет, и все будет тип-топ. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам, Лилия, за приглашение.